Мы готовы зарядить вас позитивом и рассказать о самых классных новостях этой недели. Начнем мы наш выпуск с будущих звезд хоккея. Новый состав воспитанников Академии Акбар впервые выходит на лед. О том, как это было, узнаем прямо сейчас. Йоу! Ряды хоккейной команды Акбарс пополняются, и сегодня мы решили посмотреть первый лед будущих хоккеистов. Трудолюбие, старание, очень много работать, быть сильным, ловким, умелым. Хоккеист Акбарс, он самый красивый, самый умный, самый обаятельный. Привет! Как успехи? Нормально. Нормально получается? Или пока опа, или не очень пока? Нравится тебе в хоккей играть? Ты такой маленький, уже такой мужчина, но ты краш. Макс! 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 А чё не лежишь? Чё не лежишь? Да, молодец. Чё, нравится вам тебе? Да. Братан, это вообще какая-то молния Маквин, короче, флеш какой-то. Наш флешик не хочет разговаривать. Настоящий хоккеист, короче. Они еще маленькие, с ними нужно вроде бы и строго, да, научить их дисциплине. В то же время нужно где-то быть лояльным и помогать именно делать первые шаги. Зарипов наш любименький. Чё, ты случайно не не сын Зарипова, Даниса? Или, может, родственник ты? Там маме и папе сын. Ты мамы и папы сын? Да. Так, мы здесь уже полную команду собрали. Тимур Белялов тоже здесь. Тимурчик. Как дела, Тимур? Нормально. Нормально? Ты вратарем не хочешь быть? Хочу. А потом еще фамилию на Белялов поменяешь, да? Кто твой кумир? Максим Александрович. Максим Александрович? Это тренер ваш? Да. Ничего себе. Сейчас, наверное, у них стоит цель только радоваться, получать эмоции от хоккея. Вот, желаем удачи. А теперь мы спросим, узнаем, как дела у родителей, переживают ли они. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас как дела? Отлично. Вы как вообще решили своего сына отдать в такой спорт? Ну, своя мечта была. Здравствуйте. Здрасте. Так внимательно смотрю, наблюдайте за своим сыном. Да, это у меня второй сыночек. Отлично, очень нравится. Все классно. Братанчик, что такое? Что случилось, брат? Брат, Рамазан. Рамазан же тебя зовут? Рамазан, что такое? Можно быть. К маме? Ну, братан, ну это же тренировка, ты же понимаешь. Братан. Рамазан, брат, ну ты же мужчина, а? Вот, мужчин же не плачет. Мужчин же, несмотря ни на что, идут вперед, братан. Окей, договорились, что больше не будешь плакать? Ага, дай кулачок мне. Давай, Рамзик, давай. Вот, тигр, давай. Мощь. Оп. Рамзик, тигр, братан. Делай. Сегодня на повестке дня у нас не просто новости, а целая зимняя миссия. Да-да-да, вы не ослышались. Зима близко, а нашим пушистым друзьям без нас точно не обойтись. Мы расскажем, как белочки готовятся к холодам и как мы можем им помочь. Смотрим! Новости осени. Белки активно готовятся к зиме. А вы знаете как? Как белочки готовятся к зиме? Собирают орешки и прячут. Как белочки прячут свои запасы. Разбрасывают запасы по разным местам. Что кроме орехов едят белочки? Конфеты. Точно не конфеты. Еще летом белка начинает собирать свои запасы на зиму. Сушит грибы, собирает орехи, семена шишек и желудей. А
как мы можем помочь белкам в подготовке к зиме? Все просто, не забывайте их подкармливать. Лови список того, чем можно кормить этих милых зверьков. Грецкие и кедровые орехи, нежаренные семечки, свежие и сушеные яблоки и груши, морковь, кабачки, ягоды, рябина и смородина, и даже отварное яйцо. А еще важно знать правила безопасности. Они, конечно, милые, но могут укусить. Поэтому оставляйте угощения в кормушках и не кормите с рук. Специально для Шаян Шортс Амирхан. Пока-пока! Искусственный интеллект и традиции, что же между ними общего? Казалось бы, ничего, но Шаян ТВ доказал обратное. Проект «Бишек жерлары» – это колыбельные, созданные искусственным интеллектом. Цифровые технологии на службе у самого теплого и древнего жанра. Как это работает, узнаем в следующем сюжете. Ребята, сейчас время для сна. Для каждого ребенка сейчас это самое нелюбимое время. Кто его только придумал? Балалар бакшасында сіз ұйқыларға яратайдыңызмы? Жоқ, мен ұйқыларға яратмайдым. Шуңа көрә балалар бақшасына барасы келмейді. Такие моменты на помощь приходит колыбельная. Бишек жерлары реализуется при поддержке комиссии по сохранению языков. Мне очень помогает этот проект. Я использую в своих занятиях. Дети слушают, им очень нравится. И через колыбельные мы учим наш родной язык, татарский язык. Оживить образы помог искусственный интеллект. Получились настоящие сказочные видео. Мне особенно понравилось луна и озеро, как луна отражается в озере и лебеди. И еще дом понравился. Мне понравилась мишка, лисенок и зайчик. Колыбельная нужна, чтобы дети спали. Песни исполняют известные всем артисты. Эту передачу, выходящую на Шаян ТВ, полюбили и малыши, и мамы. Да, мы смотрели этот проект, нам очень понравился. И дети слушают колыбельные. С семьей любим смотреть эту передачу. Я как мать двоих детей, мы каждый вечер слушаем колыбельные песни, потому что такие песни развивают память. Говорят, у детей, которым поют колыбельные, улучшается память, они быстрее засыпают. Проверим? Чтобы дни были светлыми, чтобы сон был сладким, нужна мама и колыбельная. Липе, липе, выйте, болам йоклака ките. Не шумите, у нас тихий час. Ух, Асель, готовься, сейчас будет реально горячий мятрушка чай. Ой, новости. Берем на абордаж новостную ленту Шаян ТВ. О да, ребята, это реально горячие новости. Самое время рассказать вам про самые горячие новости телеканала Шаян ТВ. Камера, мотор. Мы начинаем новый сезон. Это значит, в эфире будут Тик и Лео. Тик һәм Лео белән сезгә күңелсез булмас бердә. Тик белән Лео. Сказочный патруль. Мимимишки. Балаларны сөендерә, аю кайлар. Аю кайлар. И цветняшки. Шок цветняшки, хоп цветняшки, ух цветняшки. Ух, цветняшки татарща. Супер! Вот такие горячие новости. Пока-пока! Если хочешь быть в теме и в тренде,
Тогда смотри Шаян Шортс. На этом все. Оп, 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 оп.